Таван Осхагал. Таван Осхагал. Вагательне булды радиотлеген емірзем Чавашень, Чаваш наци радиовен, эфиринче шак самантра таваны схагыл каларым, епини берсеринбе хамыр халыхын историйбе, тепленрех палашма булдарат парпаян, шертме уйхин шеримду аттымыжы Чаваш республикин куне, шыбақтанде шак кун, пирени халых, шербилек шулгаялах, и неверлі автономили булзаданы. Шак пулама курайнде, берде ядарлы каларым хадерлестерімір, и бер хамырын Чаваш республики ергеленнеримбе, шербилек шул щитнене халалаза, Ядарлы каларымдыват бар Владимир Николаевич Клементьев Павел, история слухизен кандидача, Чаваш патшалы гуманитария слухизен институтен ерцебраган наука эщене. Каларым выросла ергеленя. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня наша республика отмечает свое 105-летие. Это очень важная знаменательная дата. Вот хотелось бы узнать, как это произошло, каким образом Чувашская республика оформилась как отдельный регион, как это происходило и что к этому привело. Спасибо за вопрос. Корректнее будет сказать, все-таки республика отметила 21 апреля 100 лет. 105 лет мы отмечаем создание Чувашской автономной области. То есть между ними есть определенная разница с точки зрения политико-правового статуса, поскольку автономная республика по советскому законодательству считалась государством, а автономная область, соответственно, областью, то есть имела более низкий политико-правовой статус. Если говорить в широком плане, то создание Чувашской республики, мы будем оперировать таким же современным термином, является результатом ленинской национальной политики. Когда большевики пришли к власти, они отвергли прежнюю национальную политику, которая была основана, во-первых, на концепции великодержавного народа, то есть главным считался русский народ, причем не по принципу первый среди равных, а первый среди неравных. То есть идея великодержавного народа, она фактически устанавливала не только на уровне, теории, но и в практике в законодательстве Российской империи иерархию народов. Чуваши относились официально к инородцам. Была такая категория, официально зафиксированная в правовых актах Российской империи, как инородцы. Инородцы располагали ограниченными правами в отношении осуществления своих культурных потребностей, национального языка, защиты своей национальной идентичности. Большевики провозгласили равенство всех народов, и юридическое, и фактическое, право на реализацию их национальных потребностей во всех областях жизни, будь то культура, социальная сфера, политическая, правовая. И в том числе и в сфере политической был провозглашен принцип права каждого народа на самоопределение вплоть до выделения и создания своего собственного государства. Следующий важный момент ленинской национальной политики был связан с тем, что большевики отбросили прежнюю систему административно-территориального устройства, основанную на унитарном принципе, который совершенно не учитывал национальное население, его проживание. Мы знаем, что в дореволюционное время чувашское население оно проживало компактно на территории двух губерний, Казанской и Симбирской губернии, и было разбросано по уездам и властям. Все эти уезды, волости и губернии строились по принципу административно-фискальному, то есть с точки зрения управления, сбора налога, но никак не учитывали национальный признак. Большевики взяли курс на изменение унитарного принципа на федеративный принцип, то есть народы России получили возможность создавать свои национальные территориально-административные единицы. Первая попытка такого рода реализации проекта создания национальной административно-территориальной единицы, она была сделана в Среднем Поволжье и Приурале, я имею в виду наш регион, еще в конце 1917 года татарские национальные деятели выдвинули проект создания Волго-Уральского штата. Потом он с марта 18 года получил официальное название Татаро-Башкирской республики. Несмотря на то, что название вроде бы присутствовало две национальности, в действительности это должно было быть многонациональное территориальное объединение.
как республика, входящая в состав РСФСР. То есть это не суверенное независимое государство, а именно часть Российской Федерации. Его инициировали этот проект татары. Конечно, они делали это для себя, совместно с башкирами. То есть в данном случае они исходили из принципа религиозной солидарности, скажем так. Но поскольку в этот регион обширный, между татарами и башкирами живет и русское, и чувашское, и марийское население, то, естественно, оно логично включалось в эту территорию, поэтому и, соответственно, и татарские национальные деятели, прорабатывая этот проект, тоже обратились с официальным обращением к Чувашской национальной организации. После октября у нас стали возникать, вернее, еще уже после февральской революции возникло Чувашское национальное общество как общественная такая организация, представляющая интересы как бы всего чувашского народа. Но после прихода к власти большевиков, которые строили все-таки свою политику на идеологической основе, и Чувашское национальное общество по своему мировоззрению это было все-таки либерально-буржуазное, поэтому они подверглись обструкции, и представлять интересы чувашей стали отделы и секции при партийных и советских органах. Вот центральным таким органом представительства чувашских интересов был Чувашский отдел при Народном комиссариате по делам национальности, созданный в июне 1918 года, который возглавил Эльмень. Но также были на местах. В Симбирске был свой чувашский отдел, скажем. В Уфе была чувашская секция при местном уфимском партийном комитете. В Самаре был подотдел по чувашским делам. Но центральным, конечно, был чувашский отдел. Вот татарские деятели обратились с соответствующим обращением в чувашский отдел по поводу вхождения чувашей в состав этой татаро-башкирской республики. Но наши лидеры заняли осторожную позицию, поскольку было понимание, что все-таки в этой татаро-башкирской республике будет доминирование двух этносов. Но окончательно высказали свою отрицательную позицию по этому проекту в июне 1918 года на общечувашском рабочем съезде, что они отрицают проект Татаро-Башкирской республики. Но этот проект сам по себе не состоялся по ряду причин, потому что вот летом 1918 года, а как раз в этот период был проведен учредительный съезд по созыву и созданию Татаро-Башкирской республики, началась гражданская война как раз на территории Поволжья и Приуралья. Это был центр тогда. Вот. Поэтому не до этого просто было. И другой немаловажный момент. При всей солидарности религиозной татаро-башкир, башкиры тоже не особо хотели вступать в эту республику татаро-башкирскую, опасаясь давления татарской ассимиляции, поскольку татарский этнос все-таки, скажем, сильно ассимилировал башкир, у них мало этнических различий, поэтому эта боязнь была. И вот по этим причинам татаро-башкирский проект так и остался, скажем, только в замыслах, на бумагах. И более того, незадолго до окончания гражданской войны национальное самоопределение народов страны пошло не по пути крупных таких территориальных объединений, а именно по пути однонациональных политико-территориальных образований. И одним из первых на территории Поволжья и Приуралья свою автономию создали башкиры в марте 1919 года. Причем особенность вот этой башкирской автономии среди всех последующих советских автономий заключалась в том, что она была создана не сверху, не по декрету Москвы. Есть такое понятие у юристов, как октруированное, то есть дарованное право. Вот. А сами башкиры создали эту автономию и вступили в договорные отношения. В марте 1919 года был подписан договор между РСФСР и Башкирией о вхождении Башкирии в состав РСФСР. Вот это особенность, конечно, специфика как раз создания башкирской автономии. Вот. В марте 1919 года была создана башкирская автономия. Это еще сделало менее проблемным проект, вернее, более проблемным проект реализации Татаро-Башкирской республики, хотя татары достаточно долго настаивали на нем, но все же в октябре 1919 года татарская партийная губернская конференция принимает решение о создании национальной татарской автономии. И вот это обстоятельство подтолкнуло и наших национальных деятелей
к осознанию необходимости создания своей собственной территориальной автономии, потому что татарская автономия создается, а возникает вопрос, куда вот эти чувашские, чебоксарско-цивильские, часть Казанского уезда, куда они уйдут, понимаете? Татары вовсе не горели желанием включать их в свою автономию, потому что они стремились создать тоже все-таки моноэтническую автономию. И вот это давление обстоятельств подтолкнуло, потому что надо откровенно и правдиво сказать, что чувашское национальное движение очень долго зациклилось на идее национально-культурной автономии. Эта идея фикс была, начиная еще с 1905 года, когда стало формироваться национальное движение. Они считали, что для чувашей территориальной автономии не нужно. Достаточно национальной культурной автономии. То есть, чтобы чуваши имели возможность свободно на всей территории России, не выделяясь в отдельную административно-территориальную единицу, развивать свою собственную культуру, язык и так далее. Понимаете, вот это была стратегическая идея. И долго мы на ней застыли, к сожалению. Вот. А тут такая ситуация объективно складывалась. Татары выделяются. Значит, что-то надо делать с чувашскими уездами и властями. И вот в декабре 1919 года в Симбирске прошел съезд чувашских коммунистов, а тогда два было центра, скажем, чувашских таких политических, культурных, Казани и Симбирск. Между ними была определенная конкуренция, надо сказать. Принимает решение о выделение, значит, чувашей в отдельную административную единицу под названием «Трудовая коммуна». Это было общее такое положение, пока ничего речь не шла о том, в каком территориальном формате будет, в каком политико-правовом статусе она будет. В январе 1920 года вот чувашский отдел при Наркомнатс уже обращается с официальным ходатайством, вернее, не ходатайством, а это даже докладная записка, где уже вот этот проект создания чувашской трудовой коммуны, он уже расшифровывает, что она должна себя представлять в территориальном формате по своему статусу. А сам проект чувашской трудовой коммуны официально был утвержден чувашским сообществом на первом съезде чувашских коммунистов в Казани в феврале 1920 года. Там было принято положение о чувашской трудовой коммуне, ее территории. Значит, почему название «Трудовая коммуна»? Мы здесь ориентировались на трудовую коммуну немцев Поволжья. Еще в конце 1918 года на территории, значит, Саратовской губернии была создана трудовая коммуна немцев, как автономная область, в статусе автономной области. Дело в том, что в XVIII веке Екатерина II пригласила немцев, там компактно они проживали, немцы, достаточно высокоразвитые, там была у них экономика и все прочее. И вот они выделились в эту автономию. В августе 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, она была ликвидирована. И не удалось ее восстановить, хотя делалось попытки с конца 80-х годов. Вот для нас как раз образцом, моделью становилась трудовая коммуна немцев Поволжья. Мы даже запросили их учредительные документы, вышлите нам свой устав, там, акты всякие и так далее, организацию системы управления. А вообще название «Трудовая коммуна» это была отсылка к Парижской коммуне, существовавшей в 70-е годы 19 века. Первая попытка во Франции это была, значит, реализовать социалистическое общество. То есть вот этот проект создания чувашской трудовой коммуны, он не был чисто территориальным проектом, он нес в себе идеологическую нагрузку. То есть наши национальные деятели ставили задачу не просто выделить чувашей в отдельную административную единицу, но чтобы там была реализована идея построения социалистического, коммунистического общества чувашей, понимаете? Вот была такая смысловая нагрузка этого термина. С точки зрения политико-правового статуса, эта коммуна приравнивалась к области, автономной области, не республики. Не республики, а к области. Потом я еще эту мысль детализирую. Территориальный формат, значит, предполагал включить максимальное количество чувашей в Казанской, Симбирской губернии, в местах компактного их проживания, в эту трудовую коммуну. В том числе и тот массив, который так остался, к сожалению, на территории современной Татарстана. Это вот чувашские селения Тетюшского уезда. Да, Буинского вот уезда, сейчас Буинский район, Сунчелеевский район. То есть большой такой массив, что один из вариантов территориального формата чувашской трудовой коммуны предполагал даже создание Сунчелеевского чувашского района как эксклава, то есть отделенного 200 километров, там 130
по-моему, от границ чувашской автономии. В принципе, практика административно-территориального устройства советская знает. Мы можем сослаться на опыт, скажем, Нахичеванской автономной республики, которая как эксклав существует на территории Азербайджана. Поэтому здесь ничего такого уникального не было. Вот. То есть вот так замысливали территориальный формат, как можно больше чувашей включить. Вот этот проект мы стали прорабатывать в Москве с марта 1920 года достаточно активно. Там Эльмень, его заместитель Коричев постоянно находились. В Москве, конечно, их штаб-квартира была, но они и в Чебоксарах были. И особенно актуальным этот вопрос стал в июне, в конце мая 1920 года, когда был принят 23 мая или 27 мая декрет о создании Татарской ССР. Все. И уже встал прям вопрос горячий, куда пойдут, что делать с чувашскими властями и уездами. Речь шла даже о том, чтобы передать их в Нижегородскую губернию. И вот 8 июня 1920 года Политбюро ЦК партии, а надо сказать, что ведь, несмотря на то, что советское государство провозглашало, что власть принадлежит народу через советы, в действительности власть принадлежала партийным органам. И Политбюро ЦК КПСС была высшей партийной инстанцией, выше ее был только съезд коммунистов. Поэтому, если оно принимало решение, все это было окончательное решение, а советским органам оставалось только там высшему, скажем, съезду советов или Всероссийскому центральному исполнительному комитету просто юридически оформить. 8 июня, проходит заседание Политбюро. Оно было посвящено организационным вопросам создания татарской автономии. Но и встал вопрос и о чувашской административно-территориальной единице. И в повестке, под пунктом стоял вопрос о Чувашской республике. Вот такой термин присутствовал, о Чувашской республике. Наши представители не были на этом заседании Политбюро, не были приглашены, потому что не предполагалось, что вообще там чувашский вопрос будет обсуждаться. И поэтому о ходе этого очень важного для нас исторически судьбоносного заседания Политбюро мы можем судить по тому, что Ходоровский, руководитель Казанского губернского исполкома советов, рассказал Коричеву, заместителю Эльменя, как происходило это заседание Политбюро. А потом Коричев уже в Казани, выступая перед чувашскими коммунистами, изложил и в письме к Эльменю написал детализацию этого заседания. На этом заседании Политбюро многие руководители высшие, фамилии не назывались, выступили против создания чувашской автономии вообще. Мол, чуваши обрусевают, зачем им нужна автономия? Не нужна им никакая автономия. Но решительно в поддержку создания чувашской автономии выступил Ленин. Ленин, глава правительства, за ним был решающий голос, заявил, что автономию чувашей надо создавать. Но при этом все руководители сошлись во мнении, что название коммуна не очень приемлемо. Почему? Дело в том, что после прихода к власти большевиков, где-то в период с 17 по 19 год, они пытались перевести все крестьянство страны на социалистические рельсы, загнать их в коммуны, колхозы. Понимаете? Речь шла о том, чтобы обобществить вплоть до птицы даже такие, высокой степени обобществления. Естественно, крестьяне выступили против этого, и руководители страны, в общем-то, наверное, логично рассуждали, что неграмотная чувашская крестьянская масса поймет, что будет создан какой-то гигантский колхоз, куда всех чувашей загонят, все обобществят, все орудия труда, скот и так далее. Вот так они поймут слово «коммуна» по ассоциации с 1918 годом. Поэтому они выступили против этого наименования коммуны. И в решении Политбюро ЦК было признано принципиально, что да, чуваш нужно создать, выделить чувашей в отдельную национально-административную единицу, но при этом не был определен ни название этой единицы, ни ее статус, что очень интересно в ходе дальнейшей логики событий. И кроме того, и территориальный формат этой автономии был сужен, то есть там было принято решение включить в состав этой национальной административной территориальной единицы только эти чистые чувашские уезды коренные, Чебоксарский, Цивильский, Ядринский. А что касается Буинского уезда, Тетюшского, Спасского и так далее, о них не шла речь. То есть, в принципе, уже был решен вопрос, что эта территория
территориальная коммуна создается в усеченном варианте принципиально. Вот. После этого заседания Политбюро, значит, руководители Чувашского отдела направили даже специальный меморандум в ЦК партии, где они все-таки настаивали на расширении территории автономии, как они видели, согласно вот этому проекту трудовой коммуны. И вот где-то в 20-х числах июня состоялась неформальная кулуарная встреча Ленина с руководителями Чувашского отдела Эльменем, Алексеевым и Лукиным. Лукин и Алексеев сохранили воспоминания об этой встрече, то есть это не миф, это реальный факт. И на этой встрече как раз вновь зашел разговор о будущем чувашской автономии. Наши настаивали на коммуне. Теперь название коммуны, территориальный формат отстаивали тоже, как они видели его. И Ленин предложил, давайте республику создадим и столицей сделаем Симбирск. То есть он размышлял в логике создания Татарской ССР. Это крупная, это республика, это не область, именно республика. Столица, губернский центр Казани. Здесь тоже республика, столица, губернский центр Симбирск делаем. В ответ Эльмень заявляет, Владимир Ильич, наши чуваши поймут, что речь идет, будет создано отдельное государство, раз республика, отдельное государство будет создано. И потом у нас нет пока кадров для того, чтобы отвечать требованиям республики. Вот что стояло за этим ответом Эльмени, мы можем предполагать только версии, потому что сам по этому поводу Эльмень ничего не оставил, он в 1932 году умер, и так далее, ни записи и так далее. Или низкий уровень притязаний чувашских национальных лидеров, робость вот такая. Либо же действительно, если исходить из ситуации 1920 года, когда СССР не был, а был отдельно РСФСР, белорусская, украинская, СССР, и размышляли в такой логике, что вот еще появится Чувашская республика. Вот. Потом, может быть, такой момент играл, что вообще не придавали значения вот этим статусным характеристикам. Не столь важно, республика или автономная область. Какое значение имеет? Вот. Другой момент немаловажный, я думаю, как раз он был очень, как говорится, действительно обоснованным. Был связан с тем, что наши руководители стремились создать как можно более выраженную однонациональную республику, чистую, я условно говорю, в чувашском, чтобы поменьше было представителей других народов, понимаете? Но еще очень немаловажный момент, вот документы свидетельствуют, что Эльмень был убежденным противником республики. Выступая вот еще на этом съезде в феврале 2020 года, первом съезде чувашских коммунистов, именно он знакомил их с проектом Чувашской трудовой коммуны, он сказал, я буквально близко передаю его слова: трудовая коммуна – это административное выделение. Мы нисколько не должны думать о своей республике. Это обычная губерния и не более того. Вот это принципиально убежденная позиция. Поэтому, я думаю, он-то прекрасно понимал разницу между республикой и автономной областью. Но он убежден, что чувашам не нужна была республика, достаточно автономная область. Тусым перин кыске дахтав думал его отчиться бырача, он бада Владимир Николаевич Клементьев па и берхалехи кыске гана дахтав дват пырунтан варакларма малалахта забар перембех пулар. Таван осхагал. Таван осхагал. 22 июня созывается новое политбюро, уже специально посвященное чувашам. И вопрос там, формулируется таким образом: о Чувашской коммуне уже, не о Чувашской республике, о Чувашской коммуне. Политбюро принимает решение, уже окончательно выделить чувашей в национально-административную единицу, назвать ее Чувашской автономной областью
и в составе, ограниченном составе этих коренных как раз чувашских уездов. Но уже в отличие от заседания Политбюро 8 июня добавили еще волости чувашские Космодемьянского уезда, 6 властей, и Курмышского и Буинского уезда, то есть расширили этот территориальный формат. Таким образом, 22 июня Политбюро приняло политическое решение, 24 июня принимается как раз Советом народных комиссаров за подписью Ленина и в ЦИК за подписью Калинина декрет о создании Чувашской автономной области, который мы считаем днем рождения как раз нашей Чувашской автономии. Значимость этого декрета состояла в том, что это, кстати, был первый декрет, где был зафиксирован само термин и понятие автономная область. И после этого все последующие осенью Марийская, Удмуртская, все они получили наименование автономных областей. Создание Чувашской автономной области, конечно, было историческим, потому что впервые народ получил свое административное выделение, титульное название чувашское. Несмотря на то, что по статусу автономная область не отличалась от губернии с точки зрения системы организации управления, областной исполком советов, губернский исполком советов, нормотворчество, то есть в отличие от республики, область могла принимать только постановления незаконные. Но, тем не менее, конечно, создание Чувашской автономной области это было историческим шагом. Теперь чуваши получили свою общепризнанную и политически, и в культурном отношении родину. Но довольно скоро для чувашских лидеров пришло понимание, что все-таки автономная область, ее пониженный статус на уровне обычной губернии ограничивает возможности для потенциала роста национального, экономического, культурного. Ведь надо сказать, что эта автономная область была создана на территории, где не было никакой крупной промышленности, где не было крупного центра культурного, административного, понимаете, где было отсталое сельское хозяйство, острое аграрное перенаселение было. Чуваши, вы знаете, бедные почвы, мало земли, большое количество населения. И поэтому в 22 году, как раз в дату юбилея создания Чувашской автономной области, 24 июня, Чувашский облсполком и обком партии, руководящие органы, направили ходатайство в ЦК Коммунистической партии и президиум ЦИК о преобразовании автономной области в республику со столицей город Чебоксары и в административных границах, которые существовали на 1922 год. Этот проект, он и не стал даже в Москве прорабатываться. Дело в том, что между Чувашской областью и Марийской областью были острые споры по поводу левобережья. Левобережная часть, она вошла в состав Чувашии, но 95% там было марийское население. И марийцы после того, как создали свою автономную область в ноябре 2020 года, уже стали требовать, чтобы эту часть передали в состав марийской. Мы же не хотели ее отдавать, настаивая на том, что там, основа экономики Чувашской автономной области – лес, лесопереработка, лесозаводы, лесопилки, потому что лесопереработка и была основой индустрии автономной области. Был очень острый спор, надо отдать должное. Москва ведь тогда, в 20-е годы, старалась демократично решать эти вопросы, чтобы сами спорящие субъекты пришли к решению. А Москва старалась выступать как судья третейский. И поэтому, чтобы выйти из этой ситуации, Москве предложили объединить Марийскую и Чувашскую автономную область в одну республику, в общую республику. Но опять-таки прецеденты такого рода были на Кавказе. Кабардино-Балкарская, там Чечено-Ингушская, потом Горская автономная эта республика. Ничего такого уникального в этом не было. Но, естественно, такой вариант не устраивал ни
чувашских руководителей, ни марийских, и действительно из этого ничего не могло быть нормально выйти. Но, тем не менее, обсуждали этот вопрос. И в Москве была создана соответствующая комиссия. Но к весне 1923 года все-таки этот проект канул в лето. И было очевидно, что общего языка мы не найдем, по этому вопросу никакой общей республики создано не будет. И вот тут такой интересный поворот происходит. К концу 1923 года возникает идея вновь поставить задачу преобразования автономной области в республику, но уже с расширением ее территории и со столицей в городе Симбирск. Вот вспомнили об этом предложении Ленина. Причем в ряде документов по поводу ходатайства вот о таком преобразовании была прямая апелляция к Ленину. Вот я даже помню документ, там было написано, то есть близко дословно цитирую, что Владимир Ильич Ленин своим гениальным оком предвидел необходимость вот такого варианта. И в феврале 1924 года наш руководящий орган направляет соответствующее ходатайство просьбу преобразовать автономную область в республику с расширением ее территории с центром в Симбирске. То есть предлагали включить в состав Чувашии, часть Симбирской губернии, Меликесский уезд, Самарская губерния, там плодородные черноземы. И вот тот массив чувашских селений, который остался в Татарстане. Это Буинский район, Дрожжановский район, понимаете? То есть то, что не удалось в связи с автономной областью, все-таки сейчас реализовать. Вот с таким проектом они вышли. В Москве этот проект приняли к рассмотрению. Была создана специальная комиссия при президиуме ВЦИК во главе с Белобородовым, который в свое время был одним из активных участников расстрела царской семьи. Вот в эту комиссию вошли представители, президиума ЦИК, наркоматов центральных, заинтересованных губерний, Самарской, Татарстан, Симбирской и представители Чувашии. Надо сказать, что с самого начала позиция как центра, так и губернских этих руководителей была отрицательной. Естественно, Симбирск и Татарстан и Самара не хотели терять свои территории. Вот 2 раза этот вопрос выставлялся на рассмотрение президиума ЦИК. В июле 1924 года президиум ЦИК принял решение не преобразовывать Чувашскую автономную область в республику вообще, сослались на финансовые трудности, что это преобразование будет дополнительной нагрузкой для федерального бюджета. Автономная область дотационная, республика тоже будет дотационная, это лишние расходы. Вновь вернулись к этому вопросу в декабре 1924 года. Наши чувашские руководители уже очень основательно подготовились, выпустили специальную брошюрку в 240 страниц. Долгое время, в советское время, она считалась подзапретным, была секретной, где собрали все документы, все ходатайства и так далее. Вот. Все это было, все эти документы были представлены на заседании в конце декабря 1924 года в Москве, заседание президиума ЦИК. Заседанием руководил Калинин Михаил Иванович, знаменитая фигура, всесоюзный староста. И тут произошел такой эпизод, но я думаю, что он был сознательно спровоцирован Калининым, потому что Калинин изначально был противником вот этого преобразования и в таком территориальном формате. Кстати говоря, о названии этого проекта «Расширение территории Чувашии с преобразованием в республику и с центром Симбирске», вот у нас сейчас закрепилось такое понятие с конца 80-х годов, прежде всего вот по вине публицистов, скажем так. Этот проект получил название «Большая Чувашия» по аналогии с Большой Башкирией. Вы встретите литературу, этот термин, даже он научную литературу проник, «Большая Чувашия» по аналогии с Большой Башкирией, потому что в 20-е годы Башкирия сначала маленькая, была тоже преобразована в республику, и Уфа стала центром этой столицы, но это был конкретно исторический термин, то есть в документах 20-х годов так он встречается, «Большая Башкирия». Что касается понятия «Большая Чувашия», в документах 20-х годов он вообще никогда не встречается. Сам этот проект в начале 30-х годов тогдашний руководитель Чувашии Сергей Петров назвал проектом «Великая Чувашия», но никак не «Большая Чувашия». Вот что касается названия этого проекта. Так вот, возвращаясь, к Калинину,
На этом заседании все члены президиума в ЦИК получили эту брошюру, где были все документы. Вот. И Калинин, нисколько не смущаясь, стал разрезать страницы этой брошюры. То есть выясняется, что они даже не знакомы с материалами ходатайства, не читали их. И Калинин заявляет вальяжно: вопрос ясен, дадим представителям Чувашии 3 минуты высказаться по этому вопросу. Томасов, руководитель, ответственный секретарь Чувашского обкома партии, присутствовали Томасов, партийный руководитель, и Ларионов, председатель облсполкома советов, советский руководитель. Вот. Томасов вспыхнул: как это можно судьбы целого народа решать в течение 3 минут? Да вы даже не знакомы с этими материалами, и не читали, и не знаете. Тут уже Калинин, проявил свое неудовольствие. Ах так? Тогда мы вообще снимаем вопрос с повестки дня и принимаем постановление, оно было принято постановление о запрете вообще руководителей Чувашии участвовать в работе президиума ЦИК. Вот так завершилось все скандально достаточно. Наши руководители были крайне обескуражены этим эпизодом, потому что целая годичная работа была на смарку, в общем-то. И в такой ситуации, конечно, оставалось только апеллировать ЦК ВКПБ, Центральный комитет коммунистической партии. Написал письмо Томасов и Ларионов. Встретились со Сталиным, побеседовали. Сталин по этому поводу, сказал: да, от Калинина это можно было ожидать, такую выходку. И сказал такую фразу загадочную: между прочим, я за. То есть непонятно, за республику или за позицию Калинина, да. Вот такую загадочную фабулу он создал. И на этом ушло. На этом разошлись. По решению ЦК теперь вопрос был перенесен от Чувашской республики из ведомства советских органов, президиумов ЦИК, уже в сам Центральный комитет партии. Там была создана специальная комиссия по поводу преобразования и расширения территории чувашской автономии. Но надо сказать, что комиссия опять неблагоприятное решение приняла в целом. И опять наши руководители уже добились встречи с Григорием Зиновьевым. А Григорий Зиновьев, член Политбюро, тогда еще соратник Сталина в борьбе против Троцкого, был одним из самых влиятельных лиц в стране. Он был председателем Коминтерна и руководителем Ленинградской партийной организации. Зиновьев занял благожелательную позицию, и 19 февраля этот вопрос был поставлен на заседании Политбюро ЦК ВКПБ, на котором было принято решение о преобразовании Чувашии в автономную республику, но вопрос о Симбирске был снят. Что касается расширения территории, было принято решение включить в ее состав часть Алатырского уезда, Порецкой, Кувакинской, Алатырской волости. В отношении других, частей Симбирской губернии, Меликесского уезда, Самарской, чувашских селений, Татарской ССР, этот вопрос они приняли решение передать на рассмотрение президиуму ЦИК. В общем, решать в советском порядке. Вот так было записано. Вопрос будет решаться в советском порядке. Но принципиальное решение о преобразовании было принято. То есть мы это добились. При этом наши руководители все-таки лелеяли надежду на Симбирск, потому что в апреле, по-моему, состоялся пленум Чувашского обкома партии, и там было принято решение, что будущей столицей Чувашской республики станет Алатырь. Перенести Алатырь поближе к Симбирску. То есть они надеялись еще, что остается коридор возможностей продвижения к Симбирску. И 20 июля 1925 года было еще принято одно решение, важнейшее жизненное с точки зрения институализации чувашской автономии, постановление об ее границах. И там уже четко были определены границы Чувашской республики в составе 3 передних властей из, Алатырского уезда. А что касается всех других селений, то они остались уже, не были включены в состав Чувашии, и что очень неблагоприятно для нас, там же было принято решение о передаче оставшейся части левобережья в состав Марийской. То есть центр как сделал? Одной рукой дал, другой рукой забрал, понимаете? Вот так они уравновесились с точки зрения слишком экспансивной территориальной претензии Чувашии. Вот такие решения были приняты. Но, конечно, это решение о
созданию Чувашской, преобразование области в республику, это, конечно, было грандиозное событие, потому что республика получила статус государства. То есть это формально атрибут. Это, значит, однотипные формы организации государственного управления наряду с СССР, СССР, как Центральный исполнительный комитет, правительство, Совет народных комиссаров, свое собственное право на свою собственную конституцию, понимаете? Все это уже формальные атрибуты повышали Чувашию, но, кроме того, преобразование области в республику, оно потом сыграло для нас очень положительную роль, когда Чувашия в 1929 году вошла в состав Нижегородского края, находилась в составе 1936 года наряду с Удмуртской и Мордовской автономными областями. И вот то, что у нас был статус республики, а у наших собратьев, скажем, удмуртов и марийцев автономную область, для них это играло не очень благоприятную роль, потому что со стороны Нижегородского краисполкома шли постоянные наступления на права автономии. Мы, как республика, как государство, их четко, жестко отбивали. Мы имели право на самостоятельный бюджет, на самостоятельную экономическую политику, а у удмуртов и марийцев в силу их статуса автономных областей у них этих прав не было. И они постоянно в этом отношении подвергались различным давлениям, что даже в 1930 году руководители Удмуртской автономной и Марийской автономных областей написали коллективную жалобу в ЦК, Центральный комитет партии, с просьбой, в общем-то, защитить их интересы от наскоков краевых властей. В этом отношении мы имели большие, конечно, возможности. Помимо того, что столицей Чувашской республики на тот момент мог быть Ульяновск, и Чебоксары, я слышал такую версию, что столицей хотели сделать Канаш. Да, безусловно. Вообще, как раз проект Чувашской трудовой коммуны предполагал столицу не в Чебоксарах, столицу в Канаше. Почему? Тогда называлась станция Шихрана. Канаш потом, в 25 году, по-моему, насколько мне память не изменяет, было переименовано. Потому что там железнодорожный узел, понимаете, это коммуникация, это выход и в Москву и так далее. Потому что приходилось руководителям Чувашии ехать на Шихраны, чтобы добраться там по ЖД до Москвы. Вот. Но проблема Канаша, тогда станция Шихан, состояла в том, что это вообще была фактически деревня. Чебоксары все-таки это уездный центр, там были какие-то помещения каменные для размещения правительственных учреждений, понимаете? Это деревня, вот. Плюс нехватка воды. Но Чебоксары были приняты действительно в качестве временной столицы. Временной. Но сами понимаете, у нас все временное становится постоянным. И предполагали, что в Шихрана будет создана со временем новая столица. Вот так они писали «новый город». Это да. Не Чебоксары, отнюдь не Чебоксары предполагались по всем этим проектам. Решение о том, что Чебоксары будет принято, станет столицей Чувашской автономной области, было принято вот после того, как 22 июня состоялось Политбюро, которое приняло решение принципиально. В этот же день еще состоялось заседание правительства в Москве, где присутствовал Ленин, и вот там тогда, обсуждая вопрос о будущем административном центре автономной области, назвали Чебоксары. Вот там 22 июня. А 24 июня уже декрет это закрепил положение. А так вы правы, действительно, отнюдь не Чебоксары сначала виделись, а Канаш. Вот когда автономная область, потом автономная республика образовывались, у них был свой руководящий состав. И действительно были люди, у которых, возможно, не было должного опыта в государственном управлении и так далее, и так далее. Как эти процессы организовывались? Как вообще выстраивалась вертикаль власти в том новообразованном регионе? Куда они действительно находились? Значит так, ситуация такая была. Там все было предусмотрено. Вот в тех документах проект положения о создании Чувашской трудовой коммуны, там уже предполагалось, что будет создан временный чрезвычайный орган, революционный комитет, который будет заниматься созданием системы органов управления. И вот 6 июля 1925 года был создан действительно Ревком как временный чрезвычайный орган, и задачей которого было создание системы органов управления, который возглавил Эльмень. И надо сказать, что, по-моему, до 27 года в качестве даты, не могу, несколько выпало из памяти, в качестве исторической даты создания Чувашской автономии считалось не 24 июля, а 6 июля.
Июля, 6 июля. День создания вот этого ревкома отмечался. 6 июля день создания ревкома, а не 20. Это потом, да, по-моему, с 28 года все-таки. 24 июня уже было принято в качестве даты создания. И вот этот ревком действительно занимался практической организацией. Как? Были созданы отделы, областные, отраслевые, значит, управление, юридические вопросы включал. Потом Совет народного хозяйства, экономические вопросы, финансовый отдел, отдел образования, здравоохранения. В общем-то, большую проблема дефицита кадров была. И по этой причине вот в нашем архиве сохранилось очень много документов, в которых, значит, видно, что мы обращались в Казань, в Самару, в Уфу с просьбой местные органы власти, значит, направить на работу в чувашей, вот, которые имели опыт управленческой деятельности, образование соответствующее. Вот. И их собирали здесь, действительно, в Чувашской области собирали. Приезжали. Сеспель вот так приехал, скажем, Михаил Сеспель. Другие деятели приехали из Казани, Симбирска. Вот таким образом собирали. А вообще официальные структуры органов власти были уже утверждены в ноябре 1925 года. Прошел учредительно областной съезд Советов Чувашской автономной области. И вот тогда-то ревком был распущен, он передал свои полномочия областному исполкому Советов. Это уже юридический орган, избранный на первом съезде области, был в ноябре 1925 года. То есть с июля по ноябрь вот был такой период, промежуточный период организационной подготовки, и уже юридические эти все органы такие правовые были созданы именно в ноябре на первом съезде, как это требовала демократическая традиция. То есть представитель чувашского народа на съезде выбирает своих правителей. Владимир Николаевич, огромное вам спасибо за такой экскурс. Те сложные, наверное, самые сложные для нашего недавно начавшего свое обучение, недавно начавшего свой какой-то определенный путь народа. Очень интересно, как это все действительно образовывалось, организовывалось, и с каким трудом это все давалось. Вот это, и вот эти вот первые робкие шаги, какие-то смелые решения, которые впоследствии привели к тому, что вот сегодня мы можем уже отпраздновать 105-летие своего родного региона. Тут сэмазыл директ при первом батрахана рабаем Владимир Николаевич Клементьев, пульджи история слухизень кандидат, жета чуваш пашал гуманитария слухизень институт жендерцы браган наука исчения, и бир чуваш халыгень, щак щерчулгайлахи, щербилик щулгайлахи истории бетеблингана палашма пулдардамыр, пятибузыктав зирещак эфиржень. Владимир Николаевич, огромное спасибо вам за то, что нашли время и пришли нам рассказать об этом. Вам спасибо за приглашение. Таван Осхагал. Таван Осхагал.